Испытано на себе. Мы рады приветствовать вас на телеканале Якутия-24. В эфире передача «Испытано на себе». Я сейчас нахожусь в каком-то непонятном белом пространстве. Почему? Потому что сегодняшний выпуск у нас будет посвящен магии и волшебству. Поэтому все должно быть очень хорошо видно. Ну и, конечно же, сегодня я испытаю себя в роли настоящего мага и волшебника. Ну, по крайней мере, я так думаю в начале нашего выпуска. И, конечно, для того, чтобы постичь азы магии, волшебства, для этого мне потребуется учитель. И он у нас есть. Это самый магический, самый волшебный, я бы сказал, человек у нас в республике, в городе Якутске, Алексей Гольдеров. Я его гипнотизирую, и он улыбается и не останавливается. И это я делаю всегда. Привет. Привет. Алексей. Сразу поправляю тебя. Так. Ты говорил, самый магический и самый волшебный. Ведь слово магия – это от английского слова magic. Magic. А magic – это волшебство. Yes. То есть ты говорил волшебства и волшебства, как бы болтология. Магия и волшебство – это две разные вещи. То есть magic – это не переведенное, это дословно магия. Магик же пишется, читается. Друзья, я думаю, что сегодня будет очень сложный выпуск. Ну что, Алексей, я хочу научиться фокусам. Приветствую, меня зовут Алексей, я маг и волшебник. Я тоже болтология. Вот, я хочу научиться некоторым фокусам, но перед этим я бы хотел узнать немного о тебе. Как долго ты занимаешься этим волшебством? Я вышел на сцену с 2007 года. Я тогда, я в студенчестве увлекался этой деятельностью, увлекался и подумал, что надо уже на публику уже выступать. И я думаю, куда бы мне пойти, на какой конкурс. Там Не подходит. Там магия не пойдет. Долго думал, к сожалению, у нас нету. Оказывается, такого. Ну, возможно, есть там самодеятельные конкурсы талантов. Там кто-то умеет петь, танцевать, да. Но это как бы становится... Эти конкурсы, они широко не распространяются, да. То есть по телевидению это не показывают. Это там в кругу какого-то населенного пункта, в каком-то клубе. И я думал, чтобы республика вся видела, и я пошел на конкурс «Мистер Якутия». Серьезно? Серьезно, в 2007 году. Ничего себе. И как успехи? Там был мистер спорт, мистер... Подожди, ты получил, наверное, мистер волшебство, нет? Сейчас, секунду. Там есть мистер спорт, там мистер зрительных симпатий и тому подобное, да? И там не было мистера волшебства, там такого не было. Я прекрасно знал, что по перетягиванию палка, жим, лежа, там 100-килограммовых, у меня никаких шансов не было. Да? Но в основном все конкурсы были такие, на физическую силу. Я там приоритет у меня был в сборке Калашникова автомата. Серьезно? Да, я там за 7 секунд я его разобрал. То ли за 7, то ли за 17, то ли за 14. И то ли за 7, то ли за 14 я его собрал. Вот так, это быстро. Даже командир так стоял, нажал, пошел. Чик. Что там делал, занимался, смотрел, волновался на сцене. Потом видел, я давно закончил, и вот так нажал. То есть у тебя вот моторика мелкая, она очень хорошо развита, скорее всего. Да. А скажи, какой был первый фокус, которому ты научился? Нет, я там стал, я еще не да. договорил. Я там свои таланты все показал, девочки все были вау, зрители вау. И там мне принудили такой новый статус «Мистер Талант». И наконец-то есть. И вот с этого момента я считаю себя, что я уже начал сценическую деятельность. И это уже 14 лет. Да, нынче 14 лет. Здорово. Да. А какой был самый первый фокус, которому ты научился? Это фокус зомби-шар. То есть там платок, и там шарик, он левитирует над этим.
Для первого фокуса это сложновато, на самом деле. Ну, и так как я смотрел телевизор и спалил, ну, то есть узнал секрет, как он это делается, как этот фокус делается, я начал потихоньку показывать, и Получилось. получилось, и все. Ну, чтобы, как обычно же, перед тем, как начать обучать, да, человека, наверное, иногда спрашивают, ну, какие базовые навыки, да, вот я знаю, у меня есть такой коронный фокус, но он почему-то работает только на маленьких детях, да, которые никогда до этого этот фокус не видели. Вот, смотри. Этот фокус у меня до сих пор в репертуаре есть. Серьезно? Я по сей день его показываю. То есть можно показывать этот фокус, вот, Да. обратить внимание. Но для этого, трюк, на самом деле, это второстепенная часть выступления. Это играет харизма, подача и тому подобное. И можно всякую всячину показывать. То есть главное антураж. Да, у меня антураж, все вместе. А фокус это уже... Ты готовишь долго-долго для этого человека. Он ожидает. И даже самого примитивного фокуса у него взрывается мозг. Ничего себе. Да, давай тогда с чего мы начнем? Ну, у меня есть опыт тренировать детей. Я их учил картам, шарикам и тому подобное. Они так ну да, так. У меня есть своя методика уже, чтобы у ребенка загорелись глаза. Вот. Лоскуток такой, марля. Да, держи. Посмотри на какие-нибудь секреты двойного дна, зеркал, потайных карманов, Нет, просто, магнитиков, лесок. просто обычная лента. Я как бы закатал рукава, Чуть-чуть такая эластичная. эластичная. Теперь. Это на самом деле классический трюк каждого фокусника. Мы его кладем глубоко в кулачок. И раз, два, три. И он у нас исчезает. Да ладно. Полностью исчезает. Теперь у меня тут есть оранжевый платок. Держи. Проверь на наличие каких-нибудь секретов. Этому платку уже более 10 лет. Я как раз хотел сказать, тут дырочка есть. Ну, а в целом просто платок. Целый платок, да? Держи как квадрат. Так, на кого? На тебя? Без зрителя, ну чуть да. И смотри, у меня вот, я делаю такой кулачок, да? Накрой. Ты накрыл, да? Теперь сделай нору. Народа. Да. Фук, все, ты сам сделал, я ничего не делал. Да. У меня в руках ничего нет, я делал. Раз, два, три. И с этого норка мы достаем наш платок. Да ладно. Ты хочешь меня научить этому фокусу? Я другому научу. Просто он считается самым легким, но он считается самым... Он легкий, но его надо уметь показывать. И у нас Да ладно. нигде нет, в руках нету. Проверь. Ты вот прям вот так сожми. Ну нет, где? Нет, он на самом деле не в платке, а в пальчике. Пальчик. Я делаю так и... Потом мы можем делать вот так. И он исчезает и появляется в этом платке. И тум-тум. И, наконец, моя коронка. Опа! Настоящий? Самый настоящий. Верьте в магию. Слушай, супер. Ну, мне кажется, Алексей не научит меня сегодня этому фокусу. А какому фокусу ты меня научишь? Загорелись глаза, да? Да, очень. Вот, сейчас будем учить. Это, наверное, самая лучшая мотивация для обучения. То есть сначала показать, что можно делать, Да. а потом перейти к самой учебе. Карточный фокус. Ну, например, так. Я буду делать так. Скажи стоп в любое место. Стоп. Возьми эту карту. Главное не забудь. Лучше сам потасуй. Еще перетасовать? Да. Прям перетасовать? Да. Подождите. Здравствуйте. У нас будут сложности. Я вообще как бы не картежник.
Все, я думаю, Потому что они уже и в ТикТоке сидят. да. Сейчас мы попробуем его найти. Сделаем вот так. И смотрите. Это очень сложный трюк. Для этого пафосного трюка мы можем делать так. Потом. И... Ух ты. Да. Начинаем, да? Да, обучение. Вот это ты меня научишь этому фокусу. Броску нет, а найти карту, да. Да, давай. А то уже, по-моему, фокусов 5 показал Алексей, еще ни один секрет не рассказал. Все, ладно. Когда мы делаем так, человек говорит Стоп. ну, например, Стоп. стоп, да? И я делаю так, возьми эту карту. Когда человек, с моего ракурса это будет выглядеть так. Когда я ему даю, возьми эту карту, я вижу эту карту. А, Туз бубновый, например. Я запоминаю туз бубновый. Возьми эту карту. Я не знаю, мне не показывай. Мне не показывай. Опять, да? Ничего страшного. Да. Мы не знаем. Фокусник не знает, что за карта. Да. Мы запоминаем вот это. Потом мы кладем осторожненько. И мы ищем туза бубнового. Мы нашли туза бубнового. И перед этой картой у нас моя карта. валет червовый. Мы запоминаем валета червового. И потом можем перемешивать. Говорим, перемешай карту. Человек перемешивает. Потом. Я думал, там уже валет же уходит от Да. туза. А по идее ты уже знаешь, как это. Я уже знаю, какая карта, и говорю, подумай о своей карте. Может, даже этим гипнозом. Первый раз я бросал, вот, подумай о своей карте, повторяй про себя, повторяй, валет червовый, валет черви. Вот так. Ты готов? Я готов. Я сейчас покажу тебе свой самый лучший фокус. И теперь смотрите, знать секрет фокуса и уметь показывать фокусы – это две разные вещи. Он знает секрет. Сейчас мы узнаем, сумеет ли он это сделать. Хочешь увидеть мой самый лучший фокус? Давай, Я буду бросать карты, когда... пускай. Отпускать карты. В любой момент ты можешь сказать стоп. Давай. Ой. Я боюсь, что вы не... Подожди. Как у тебя так красиво получается? Так, подожди. Дай. Ну, не... Можно вот так? Даже вот так. С близкого хорошо. всё. Вот так опасно. Ой. Ну, обычно я держу по бокам вот так. Ну, лучше, так тоже нормально. Жетон То момент. есть, смотри, даже вот так. Мой указательный пальчик, Давишь сверху. да, можно давить. Тоже нюанс. Кстати, да. Так, ты делаешь... А ты правша? Ты правой рукой сейчас показывал? Да. Потому что правой удобно. Просто расслабься и просто отпускай. Это сложнее, чем учиться сварке на самом деле. Некрасиво. Ну ладно, в любом, давай, как получится. Да, вот идет, все нормально. Стоп. Возьми вот эту карту. Запомнил. Я запомнил. Кажется, забыл свою карту. Ребята, на самом деле, самый легкий фокус. Подожди. Так, сейчас. Фу. Соберись. Почему с этой стороны нет цифры? Вот так. Удивительная карта появится сейчас. Пафосом достань. Это та карта. Ну, для первого раза как? На троечку. Да, на первый раз это очень... На первый раз это круто. Да? Самое главное это то, что незаметно для человека, когда он Да. отвлечен, Да. я смотрю сюда, Да. а ты уже смотришь эту карту. Да. Любую. Да. Вот видишь? Да. Вот этот момент. Ага. То есть, смотрите, на камеру показываю. Человек, возьми карту. Вот, например, вы глаза Того человека. того человека. На данный момент Руслана.
это уже подозрительно. Мгм. Да? Вот этот момент не надо отпускать. Из-за этого надо сделать вот так, смотрите. Он взял. Пока ты говоришь, не смотри на карту. Возьми, но не смотри. А, я говорю, Да. ты мне говоришь, я Да, не- возьми карту, не смотри на карту. не смотрю. Не смотри на карту. Теперь посмотри на карту. А, Вот. Когда человек отвлекается, в этот момент это самая важная часть. Да. стоп. Так, кладу обратно. Seven of Diamonds. Ты чё? Как ты это сделал? Магия. Вот это уже магия. Я так понимаю, когда Алексей говорит про магию, значит, он не раскроет этот секрет. Да. Ну давай, следующий фокус. Следующий тоже простой фокус. Классно, классно. Друзья, ну а пока Алексей пошел за следующим фокусом, мы прервемся на небольшую рекламу и встретимся буквально через пару минут. Испытано на себе. Испытано на себе. Ну что, мы на канале Якутия-24 вернулись после рекламы. Напоминаю, что сегодня я испытываю себя в роли фокусника. Помогает мне в этом Алексей Гольдеров. И он подготовил для вас еще один небольшой фокус. Я правильно понимаю, что сейчас этому фокусу ты меня не научишь, но хотел бы показать нашим зрителям. Я сам тренируюсь этому фокусу. Ты только... Это Да. прям новинка. И не один день. Хорошо, Да. давай посмотрим. Скажешь стоп. Так же, да? Давай. Стоп. Но ты теперь запоминаешь вот эту карту. Угу. Запомнили? Запомнил. Зрители все запомнили. Мы его кладем. Потом. Теперь. Твоя карта, наверное, где-то здесь. Так ведь? Да. Окс, какой-то косяк. Не буду. Нет, не заметил. Слава богу. Я только сам это замечаю. Теперь. Чтобы усложнить задачу фокусникам, некоторые перетасовывают карты. Так ведь? Угу. Чтобы было сложно угадать. Да? Да. Некоторые тасовывают по-разному, но самая сложная тасовка бывает вот такая. Они делят карты, держат вот так, вот так. И вот. Запомнил, да? Угу. Как они туго заходят. Новый. Все. То есть все карты уже Перемешку. на хаос. Да? Угу. Сложно будет найти твою карту, вот так? Да. Да, потом мы его делим на две части, потом делаем вот так, идем так, это движение, дуем, и все карты уже сидят нормально, кроме одной карты. Покажи зрителям. Тройка буби. Супер, супер. Друзья, пока Алексей готовит следующий фокус, который ты меня сейчас научишь, да? Да, этому фокусу я научу. Итак, следующий фокус уже на подходе. Я ему сейчас обучусь, и вы также узнаете секреты. Мне хотелось бы поблагодарить фотостудию «Пространство» за то, что вы предоставили нам вот это прекрасное белое пространство. Да. Большое огромное спасибо. Так, ну что, фокус с монеткой. Классический предмет каждого фокусника. Тут комплекс нескольких трюков, но я чуть-чуть покажу. Мы берем, то есть не чуть-чуть, комбинация нескольких фокусов будет сложнее научить, так? Да. Да, один трюк. Все это так, и он исчезает. Угу. Да, я видел такой фокус. И здесь. Да? То есть, смотрите, помедленнее. Если вот так визуально мы берем и он здесь. Обычно это аниматоры, фокусники делают так. Они берут, где-то исчезают и появляются из ушей. Угу. То есть, когда мы берем монетку, мы закрываем монетку этими 4 пальцами. Вот это отверстие. Да? Закрыли. А в этот момент мы отпускаем. Вот так. Всего лишь отпускаем. И
И происходит иллюзия, как будто мы взяли монетку. И в этот момент мы вот так делаем одновременно. Оп, вот так. И может так. Так. Монетка. Я Да. правильно держу? Как? Так. Смотри. Как ты сделал? Тяжело. Рука, ну, показывать можно хоть как, да? Мгм. И потом мы держим ладошка вверх, Мгм. смотрит вверх, держим так, Мгм. да? И отпускаем вот так. Мгм. Сначала надо этому потренироваться. Да, вот так. Не знаю, попробуй так. Давай. Да. И теперь? Вот, теперь. Давай я возьму вторую монетку, чтобы не было очень много всяких разных. Так, тогда я монетку. Большой палец. Мгм. Вот так. Накрываем. Отпускаем монетку. Нет, ну Как-то не пролазит. просто вот так. Просто отпустили вот так. Мгм. Так, отпустил. Мгм. Потом вот так. О, это чуть-чуть вот и зажимаем вот так. Да. И рука должна быть максимально расслаблена. Не такая. Не такая. Просто. Да. Просто так. Тын. А, Вот. Даже вот так, как-то вот так. Небрежно. а. Да. Ну-ка. Так. Нет, подожди. Все понял. Так. Магия. Да? Нормально? А почему? Рок-н-ролл. Ладно. Ну, я принцип понял. Принцип понял. Да. Превращение. Смотрите, в этой руке у меня ничего нет. Тут тоже ничего нет. И только... Дай свою монетку. Эта монетка тоже пойдет. Потом мы ее выгладим и... И она становится огромной. Это вообще неожиданно. Причем, подожди-ка, покажи ту монетку. Это настоящие монетки? Или это такие? Ну да, тут видно. Ясно. Прикольно. Это самый халявный фокус. Ты меня научишь этому фокусу? Да, давай. Да. А ты думал, ты можешь когда... Для этого фокуса нам понадобится монетка, любая монетка Мгм. и не любая монетка. Большой. Это может быть не обязательно монетка, какой-то плоский предмет. Крышка. И тяжелый. А, И тяжелый. Теперь, тяжелая крышка. и теперь, держи-ка, мы готовимся. Мы заранее его кладем не в карман, а в рукав. Мы кладем его в рукав. Он уже у нас здесь находится. Если мы руки держим так, то она не падает. А если мы отпускаем руку и делаем вот такое вот движение, и оно у нас... чук, Поэтому должна быть тяжелая. да, Ага. чтобы она скользила по рукаву. Да? Лучше пиджака. Пиджак бывает он побольше, чем рубашка. Да? Да. Теперь мы говорим, что у нас в руках ничего нет. Монету может даже держать зритель. Мы даем зрителю монетку и говорим: проверь монетку. Мгм. Он говорит, что монета обычная. Говорим, что у меня в руках ничего нет. И когда мы берем монетку, тоже идет момент, отвлекающий момент. Когда мы берем монетку, мы эту руку отпускаем. И монета уже у нас здесь. Мгм. И держим его вот так, прикрываем полностью. И говорим: дуй. И она горячая, и она стала огромной. Вот так. Не обязательно горячо и едем. Просто перекидываем и... Слушай, мне кажется, не получится. Да? У меня пиджак порванный, рукав. Подожди-ка. Давай проверим сначала. Да. Ага.
туда попал. Нет, не пиджак. Круглый и тяжелый. Все? Нельзя это так. Просто держи расслабленно. Точно, Да. она же дальше не упадет. Она так, если вот так, Все. мы расслабленно держим, да, вот так. всегда. Часы могут мешать. Из-за этого я никогда не ношу часы и такие любые всякие вещи. Все желательно снять, да? Да. Окей. Вот. Так, кому показываю? Зрители. Друзья, это обычная монетка. Вы можете посмотреть. Алексей. Да. Обычная? Обычная монетка. Подуй. Подуй сюда. Ой, горячо. Нет, Что-то не то? не то. Смотри. Ладно. Пока без рукава, без рукавов. Держим вот так. И вот так, пальчик. Пальцем. Типа показываем, да? Мгм. И потом мы его, когда мы перекидываем его в эту руку, да? Мы его держим вот так. Ну, то есть, смотри, Чтоб не упал. Да. Мгм. вот так. Именно во время этого движения. Мгм. А этот мы раскрываем вот так. И когда мы раскрываем его, мы этой ладонью накрываем нашу большую монету вот так. Чтобы никто не видел. Мгм. И там А, пока просто отработал? без рукавов. Так. Да? Типа того. Типа говорю горячо. Можешь не горячо. Так, ну, прежде чем показать, Алексей, у меня вопрос к тебе. Есть у вас ассоциация фокусников? Это сообщество? Я член Ассоциации иллюзионистов России, более того. Даже так? Да. А ничего не будет, что ты рассказал мне вот эти фокусы и у вас же нельзя, по-моему, раскрывать секреты. Ну да, это такое есть, но я показал классические трюки, которые есть в каждой книжке по фокусам. То есть это базовые, Это базовый базовые, фокус. Да, базовый. Так, ну что, мой базовый фокус. Сейчас. Идите. Поехали. Так, что там было? Так, смотрим на монетку. Зритель всегда должен быть фронтально. Фронтальная. Перед тобой. Да. Передо мной. Обычная монетка, можешь потрогать. Действительно обычная монета. Похожа на мою монету. Подуй. Молодец, да. Обычная монета. Ну, 100 тысяч раз об этом не надо говорить. Так, я волнуюсь. Сейчас. И теперь смотри, что... Ой, она нагревается, потрогай. Ты меня напугал. Это хороший ход. Горячо, аж вообще даже сложно держать. О, смотри. Да. Класс? Круто. Круто. Тренируйтесь, удивляйте своих близких. Дарите позитивные настроения. Ну а сейчас, друзья, мы прервемся вновь на небольшой перерыв, на небольшую паузу, и буквально через пару-тройку минут вновь продолжим обучаться фокусам. Испытано на себе. Испытано на себе. Друзья, ну что, мы вновь продолжаем наш выпуск. Сегодня я испытываю на себе разные фокусы. Алексей сейчас пошел гуглить следующий фокус, которому он меня будет учить. Я, пользуясь моментом, хотел бы показать, что находится у фокусника в чемоданчике. Да? То есть вот такой волшебный чемоданчик. Но я не думаю, что можно показывать прям внутренности. Давайте просто любые вещи буду доставать. Так, ну, например, бутылочка воды. Колоды карт, причем не одна. Так. Кольца. Веревка. Это паяльное олово, кажется. И где-то... Паяльник. Паяльник. Большой наперсток. Великана. Скотч.
Маска. Причем не одна. Зажигалка. Это я еще сверху только показал. Какие-то шарики. Так, это, наверное, нельзя показывать. А вот Алексей уже подошел, смеется. Зажигалку я показывал. Клей бумажный. То есть это где-то примерно 1/3 вещей, которые я вижу перед собой. Вот. Поэтому я думаю, что с помощью этого чемоданчика можно показать фокусов, наверное, часа на 1,5, это точно. Если вы подумали, да, у меня чемодан уже старый, надо его менять. Вот у меня тут было отверстие, чтобы голубь дышал, грубо говоря. Но оно слишком большое получилось, все сыпалось. Изнутри. Да. Теперь ты хочешь сказать, голубь не дышит? Нет, там я сделал поменьше отверстие. А, снизу. Вот, поменьше отверстие. Возможно, на камере это ярко бросается в глаза, но в жизни нет. В темном помещении, в зале, да? В зале правильно, не обращай на это внимание. Но я буду стараться поменять это уже. Сколько лет этому чемодану? Дело не лет в чемодане, дело насколько много раз он выступал. То есть этому чемодану неделя. Сейчас я тебе покажу один фокус, который я крайне редко показываю. Но я его обычно показываю, когда сидят в зале там до 15 человек. Да? Потому что это ближний фокус. В колоде имеется 54 карты. Из них 2 джокера. Обычно с джокерами не играют, когда есть 52. Но у меня есть колода из 54 карт с джокером. Если я одну карту возьму, никому не показываю, положу на этот импровизированный столик, ты сможешь угадать? Любую карту? Я достаю одну любую карту, никому не показываю, кладу сюда. Угадать будет сложно? Конечно. Конечно, Один сложно, да? из 54. Один из 54, да? Да. Теперь я положу вторую карту. Шансы как бы удваиваются, но из 54, ну, в общем, даю шанс, 2 карты, ты говоришь одну любую карту, говоришь, мы смотрим не одна карта, смотрим это, ого, я тебе буду аплодировать. То есть я угадаю вторую карту? Ну, первую либо вторую, неважно. Либо Одну из двух. Одну из двух, да? Это же будет круто, да? Даже угадать одну карту из 2 Да, карт. да. Смотри, если, ну, все равно угадать будет сложно, Ну, конечно. да? Я кладу 2 карты. Если ты не угадываешь, утешительный приз будет. Деньги. А если угадаешь, я тебе буду аплодировать за того, что ты угадал. Хорошо? То есть, если я не угадаю, я должен заплатить деньги. Нет, если ты не угадаешь, я тебе дам денег. А, ты мне дашь деньги? Да, чтобы ты не расстраивался. Ага. А если ты угадаешь, я тебе, вау, мы круто, он угадал. Мне кажется, хорошая сделка. Да, хорошая сделка. Да, хорошая. Хороша. И очень хорошая. На кону 2000 рублей. Ого. Да? Я перед ними спрятал карты. 2 карты. Деньги настоящие. Карты тоже. Даже есть водяные знаки. Да, полоски, вот, бюсты. Вот. Чтоб не подменил. Вот так. И проверочная колода. Это карты из этой колоды? Нет. А, то есть я сейчас должен достать? Нет. Нет? Ты угадываешь одну какую-то карту здесь. Если она не здесь, то здесь, либо не здесь. Хорошо, я сейчас называю, да? Да, сконцентрируйся. Твоя задача не выиграть мои деньги. Твоя задача угадать карту. Так. Это... Мне надо назвать одну или 2 карты? Одну карту. Одну карту. Так. Валет пики. Валет пики. Валет пики. Кто-нибудь знает, что такое валет пики? Сейчас мы покажем вам всем, как выглядит валет пики. Валет пик. Ты сам знаешь, как выглядит валет Ну, пик? конечно. Да? Там такая черная Вот. штучка. Валет пики. Есть еще дама пики, самая популярная карта. Ты говоришь, что здесь есть валет Валет пики. пики. Ты уверен?
Ну, я надеюсь. Да? Хорошо, мы убираем карты, то есть скрепочку. Теперь, чтобы деньги были настоящие, вот, да? Мгм. И достаем наши карты. Мгм. Первая карта я сам знаю. Это некоторые, лучше чаще всего говорят Джокер, Мгм. а это карта. Роли. Да ладно. Как такое возможно? Я тебе аплодирую. Спасибо. А деньги можно взять? Если ты не угадал бы, я бы деньги дал бы. Слушай, классно. Это один из новых фокусов, да? Нет, это старый фокус. Просто я его очень редко показываю. Его невозможно показывать в больших залах. Не видно. Не видно. Какой самый вот фокус у тебя в программе, который прям всегда очень заходит хорошо зрителям? Ну, мы с тобой работаем уже много лет. И у меня тоже каждым годом появляются все новые и новые трюки. Я их разделил уже на пакеты. Я не могу все вместе их сразу показать. Есть там интерактивный пакет, то есть вот такие вот фокусы до 50 человек, когда я приглашаю зрителей. Потом есть там классический пакет. Я его назвал классическим пакетом, потому что он всегда завораживает. Этому фокусу уже более 6 лет, это с голубями и попугаем. Даже человек видел, он все равно хочет в этот момент Да, это очень крутой фокус. Да. смотреть. И там тоже модернизирует, когда уже с клетки девушка выходит с голубями. Левитация и так далее. То есть и в каждом пакете, получается, есть такие проверенные, хорошие фокусы, которые прям очень хорошо Да. заходят в публике. Ну, возможно, это талант. Чтобы чувствовать, Ну, чтобы... сегодня на моем примере мы увидели, что да, я думаю, что даже, наверное, не месяц, наверное, даже больше мне нужно репетировать, чтобы как-то очень хорошо показать. Самое важное, чтобы... фокус. Я вот научил Руслана, возможно, вы тоже сейчас будете перематывать и смотреть. Вы должны до тех пор, когда тренироваться до тех пор, когда ваши руки уже делают это легко. Тогда любой фокус будет прям взрыв мозга. А если вот так, смотри, потрогай еще раз, кричать, болтология, если будет болтология, то интерес исчезает. Я еще, тогда есть еще говорят, меня иногда объявляют фокусник и иллюзионист. На самом деле это две разные вещи. Ты сейчас показывал не фокусы. Не фокус. Фокусы. Фокусы. Ты показывал какие-то трюки. Фокусник можешь быть ты, фокусник может быть оператор, даже вы зрители, а иллюзионист это тот человек, который зарабатывает себе на фокус. То есть Дэвид Копперфильд, он не фокусник, он иллюзионист. То есть тоже разные вещи, своя специфика. Да, ну то есть некоторые даже обижаются, что я не фокусник, я иллюзионист. Но это на меня не действует, но есть такие моменты, будьте осторожны. Поэтому, друзья, хотелось бы поблагодарить Алексея за отличную информацию, за хорошие фокусы интересные. Я даже, наверное, потренируюсь еще на досуге, потом, может, при встрече с Алексеем постараюсь его удивить своим умением. Вот. И хотелось бы тебя поблагодарить, и успехов, удачи, чтобы все фокусы проходили, как всегда, на одном дыхании. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. Это было испытано на себе на канале Якутия 24. До новых встреч, друзья! Испытано на себе.